Мы на финале 16-й Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности. Примечательно, что в школе мы особо не изучаем эти темы. Здесь те, кто решил в будущем связать свою профессию с экономикой. В аудиториях главного вуза республики собрались школьники в 8-х, 9-х классах, 10-х и 11-х для того, чтобы побороться за победу в финатлоне. В этом году на участие в Олимпиаде по финансовой грамотности подали заявки около 2000 человек. На финал прошли 250. Расскажи про испытания, которые были на Олимпиаде. На Олимпиаде по финансовой грамотности у нас было 3 тура. Первый тур это тестирование, то есть нам задавались определенные вопросы тестового характера. Второй тур это письменная работа, включающая в себя эссе. И третий тур это блиц-игра, на которой мы отвечали на вопросы жюри. Финатлон для старшеклассников входит в перечень олимпиад Министерства науки и высшего образования России. Поэтому победители и призеры Олимпиады смогут получить льготы при поступлении в лучшие вузы страны по экономическим специальностям. Расскажи про вопросы на блиц-игре. Было очень много различных вопросов. Были вопросы, которые я хорошо знала, такие как личный финансовый план, про микрофинансовые организации, но были такие вопросы, которые я понимаю, что у меня есть пробелы в зданиях, которые мне надо подучить. Это, например, вопросы о страховании, в том числе про налоги. Откуда ты столько всего знаешь про экономику? У меня в школе классный руководитель является учителем экономики, и она меня подтолкнула на мысль участия в этой Олимпиаде и предоставила все ресурсы для обучения в этой сфере, и сама помогала мне готовиться. Многие ребята участвуют в этой Олимпиаде ежегодно, совершенствуя свое мастерство. Расскажи, как попасть на Олимпиаду по экономике. Для того, чтобы попасть на Олимпиаду по экономике, вам нужно пройти отборочный этап. В этом году он проходил в один тур, тестирование длительностью 1 час 30 минут. В прошлые годы, когда я участвовал, он проходил 2 этапа. Это тестирование такое же и эссе, написание которого давался месяц. Это была большая исследовательская работа на одну из предложенных тем организаторами. Почему ты решил участвовать? Я занимаюсь у прекрасного невероятного учителя Суханкуловой Нермы Нервной. Преподает больше 39 лет, с 2005 года возит детей на Олимпиады по экономике. Это она меня мотивирует и заставляет быть лучше, иначе никак. Школьники выполняли письменную работу из 5 тестовых заданий, писали эссе, решали задачи и участвовали в блиц-игре. После оглашения результатов лучшие из них попадут на финал финатлона, который пройдет уже в марте в Москве. Победители и призеры Олимпиады смогут получить льготы при поступлении в лучшие вузы страны по экономическим специальностям. Высокие баллы здесь – это прекрасный вклад в свое будущее. Аделина Абдракова, Рамазан Мусин. Специально для Горы новостей.